ангел Господень говорит вам: всемогущий Бог с вами. Он укрепляет тебя, и через твои руки будут совершаться великие дела. Сегодня Бог обращается к вам с посланием: «Я, Господь, укрепляю вас и делаю вас великими». Перестаньте смотреть на свои ограничения и думать, что вы не способны, потому что я поднимаю вас для славы моего имени. Это Божье Слово к вам. Оставайтесь с этим Словом, держитесь за него и внимательно прослушайте это видео до конца, потому что вера приходит через слышание слова Христова. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете слово, которое укрепит и благословит вас. Активируйте колокольчик, чтобы знать, когда у нас появятся новые видео, и ставьте лайк, чтобы этот канал мог расти еще больше. Начните это послание, набрав 111, всегда помня о том, что вы первый в Божьей любви. Наш Бог велик и могущественен. Верой мы понимаем, что все, что существует, было создано им по Его Слову. Бог открыл Красное море, Он остановил солнце. Своей силой Он низвергл великана, разрушил стены. Нет другого Бога, подобного Ему, творящего чудеса. Он суверен, действующий Бог, кто может помешать? Это ваш Бог, и этот могущественный и великий Бог выбирает малое дело, чтобы посрамить великие. Он использует слабых, чтобы посрамить сильных, и Он хочет использовать вас через вашу жизнь, через ваши руки. Он хочет совершать сверхъестественные чудеса. Он просто хочет, чтобы вы сказали: «Вот Он я». Это все, что Ему нужно, чтобы вы доверились Ему и посвятили Ему свою жизнь, сказав: «Вот Он я». Если вы хотите, чтобы Бог использовал вас для совершения великих чудес, то напишите в комментариях: «Вот Он я». Посвятите себя, отдайте свою жизнь Господу, потому что Он хочет использовать вас, чтобы творить великие чудеса вокруг вас, где бы вы ни были, куда бы вы ни пошли, великие вещи будут происходить. Так что напишите сейчас в комментариях: «Вот Он я». В Библии в книге Судей, глава 6, начиная с 11 стиха, говорится, что ангел пришел к человеку по имени Гидеон, чтобы передать ему послание от Бога. И в этой истории мы имеем две точки зрения, два взгляда на одного и того же человека: взгляд Бога, каким Бог видел Гидеона, и взгляд Гидеона, каким он видел себя. Слово Господа, посланное ангелом, было: «Я с тобой». Ты великий человек, доблестный человек. Ты могучий и сильный человек, и твоей рукою я избавлю народ мой от врагов его. Но Гидеон воспринимал себя так: «Я жертва, я забыт Богом, я беспомощен, я в руках врагов, я страдаю, я беден, моя семья не может меня содержать, я маленький». Многие ли из нас не видят себя подобно Гидеону, не надеясь ни на что в жизни? Тип 11:11. Но если ангел Господень пришел к Гидеону, то это потому, что у Бога было что-то важное, о чем Он хотел с ним поговорить. Это видео пришло к вам, потому что у Бога есть что-то важное, чтобы поговорить с вами. Поэтому досмотрите это видео до конца, не покидайте его, пока не получите все, что Бог хочет сказать вам. Что-то важное, что-то большое Бог хочет сказать вам через это видео, и ваша жизнь никогда не будет прежней. Вы должны слушать все, что Бог хочет сказать вам,
не игнорируйте голос Бога, от этого зависит ваша жизнь. Если мы посмотрим на эту историю, на контекст, на все, что происходило с Гидеоном, как его грабили, угнетали враги, мы поддержим его видение и скажем: действительно, ты неудачник, неудачник. Но Бог увидел в Гидеоне потенциал, который был выше его проблем и трудностей. Бог увидел в Гидеоне огромный потенциал, и Бог видит в вас потенциал, который выходит далеко за рамки обстоятельств. Вы смотрите на свои проблемы и видите эти огромные проблемы, вы смотрите на себя и думаете, что вы не способны, но слово для вас сегодня таково: вы сильнее внутри, чем снаружи. Внутри вас есть сверхъестественная сила, это сила Духа Божьего, которая присутствует в вас сейчас. Эта сила заставляет вас жить вне обстоятельств. Так и напишите в комментариях: «Я сильный». Знаете почему? Потому что Господь – твоя сила. Бог говорил Гидеону: отвлекись от своих обстоятельств, от своих проблем, от врага, который тебя угнетает, посмотри на меня, посмотри на то, что я говорю тебе, и начни видеть себя таким, каким я вижу тебя. Это были не просто слова мотивации, это были слова, которые навсегда изменят историю Гидеона, и его жизнь уже никогда не будет прежней. Бог не просто хочет вести вас с помощью этого видео, Он хочет преобразить вашу жизнь, заставить вас увидеть то, что видит Он. Расширьте свое видение, откройте глаза и перестаньте считать себя маленьким, хрупким и неспособным. Вы сын, вы не просто слуга, вы не раб страха, вы выше, а не ниже, вы голова, а не хвост. Вы больше внутри, чем снаружи. Наберите «Я принимаю» и примите в свою душу и в свой дом все это величие защиты, мира, исцеления и любви прямо сейчас. Представьте, если бы Давид смотрел на размеры великана, у него никогда бы не хватило смелости встретиться с Голиафом, но Давид смотрел на Бога, взгляд Давида был устремлен на завет, который он заключил с Богом, поэтому у него было столько смелости, столько дерзновения и столько веры, чтобы победить. Бог хочет, чтобы и вы были такими же, мужественными, полными веры и смелости. Но если вы будете смотреть на обстоятельства, то ваши силы будут невелики. Но если вы обратитесь к Богу, к завету, который вы заключили с Ним, к обетованиям, которые Бог дал в вашей жизни, то ничто не сможет остановить вас. Вы будете сильными, мужественными, полными веры и смелости. Вы будете смеяться над невозможностями, вы будете смеяться в лицо врагу, когда он скажет вам, что все кончено. Вы будете смотреть на проблему и уже радоваться, потому что видите свою победу, свое чудо, свое завоевание. Так что смотрите на Бога, смотрите на то, что Он говорит вам сегодня. Скажите: «Мои глаза на Боге», заявите об этом громко, заявите об этом сильно. Провозгласите это с верой: «Мои глаза на Боге». Напишите это в комментариях с верой: «Мои глаза на Боге». Сделайте это своим заявлением перед лицом проблем, не смотрите на проблемы, не смотрите на свои способности или кажущуюся неспособность, смотрите на Бога, положите свой взгляд на Бога, и вы испытаете сверхъестественное. Так что пишите в комментариях: «Мои глаза на Боге». Гидеон – человек, который считал себя маленьким, беспомощным,
был использован Богом сверхъестественным образом, чтобы избавить весь народ от рук угнетавших его врагов. Это стало возможным только потому, что он ухватился за все, что Бог говорил над ним. Он доверял каждому слову, которое говорил ему Бог, даже если смотрел на себя со стороны, считая себя маленьким, хрупким, неспособным. Он отвлекся от себя и перевел взгляд на Бога, и Бог использовал его жизнь, чтобы принести освобождение этим людям. Бог будет использовать вас, чтобы принести освобождение вашей семье. Бог использует вас для совершения великих дел. Не считайте себя неудачником, всемогущий с вами, Он, ваша сила, ваше убежище. Суверенный, великий Бог с вами, и ваша история меняется сегодня, потому что Он меняет ваше видение. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 4 часа 35 минут: «Вы смотрите на поле и говорите: до жатвы еще 4 месяца. А я говорю: поднимите глаза ваши и увидите, что поле уже готово к жатве». У Иисуса было видение, выходящее за рамки естественного. В естественном мире до жатвы оставалось еще 4 месяца, но в видении Иисуса Он уже видел, что все готово, Он уже видел сверхъестественную жатву. Бог говорит вам сегодня: поднимите голову, поднимите глаза и посмотрите, что вы готовы. Перестаньте смотреть на себя и говорить, что вам не хватает этого, не хватает того. Начните смотреть на себя и говорить: «Я готов к жатве». Вы готовы к победе, вы готовы к чуду, вы готовы испытать сверхъестественное. Если вы хотите, чтобы Бог использовал вас для совершения великих чудес, то напишите в комментариях: «Я готов». Вы уже готовы, знаете почему? Потому что вы доверяете Богу, потому что у вас есть вера в Бога. А когда вы отдаете себя Богу с верой, тогда вы готовы испытать сверхъестественное. Когда Гидеон отвлекся от себя и посмотрел на Бога, он был готов. Богу нужно было только, чтобы Гидеон доверился ему. Доверие Гидеона было печатью одобрения, которая говорила: «Я готов, используй меня для совершения чудес». Его вера в Божье Слово – это та печать одобрения, которая говорит Господу: «Используй мою жизнь, я готов к чудесам». И Гидеону не потребовалось много усилий, чтобы выйти победителем из этой битвы. В Библии говорится, что он выступил против врага всего с 300 человек, и всего с 300 человек победил огромную армию. Бог совершает великие дела с тем, что кажется малым или незначительным. Так было при умножении хлебов и рыб, так было в жизни Гидеона, так будет и в вашей жизни. Просто поверьте и увидите Божью работу, просто доверьтесь и увидите Божьи чудеса в своей жизни. Просто поверьте и увидите, как Бог действует, просто доверьтесь и начните видеть чудеса по вере. Измените свое мышление и начните видеть себя так, как видит вас Бог. Тип 435 из стиха. Сделайте эти признания веры прямо сейчас. Я агент чудес. Я великий, я голова, я сильный, я могу, я победоносный, я смелый, я дерзкий, я полон веры, я дитя Божье. Аллилуйя! Провозгласите это с верой. Пусть эти исповедания веры убедят вас в том, кто вы есть в Боге.
Измените свое видение через эти слова. Через это видео придут великие прорывы, великие свидетельства. Удивительные свидетельства придут через это видео. Так что поделитесь этим посланием от Бога с кем-то, кто в этом нуждается. Кому-то нужно это услышать, поделитесь этим посланием с тем, кого вы любите. Оставьте свой лайк, чтобы это видео дошло и до других людей. Подпишитесь на канал, чтобы получать больше подобных видео. Не забудьте включить колокольчик уведомлений, и до встречи в следующем видео.